Чувашские школьники продолжат знакомиться с достопримечательностями родной республики. Программа развития детского туризма в этом году охватит более 100 тысяч ребят. В Чувашии уже началась подготовка и к летним каникулам. Планы обсудили на совещании в Доме правительства. У юных жителей Чувашии появится еще один дневник – туристический. Так ребята смогут отмечать, что они посетили, и поделиться эмоциями. Также в республике намерены создать цифровую платформу, которая будет ориентирована на презентацию маршрутов для детей. В ближайшее время школьники со всех муниципальных и городских округов отправятся по разработанным тематическим маршрутам, изучая культурное и историческое наследие малой Родины. В оздоровительных лагерях республики этим летом смогут отдохнуть более 43 тысяч детей. Заявочная кампания проходит в 4 этапа. Так уже в эти выходные приобрести путевки смогут жители Новочебоксарска и Канаша с 8 апреля. Чебоксарцы. Первый этап стартовал в прошедшую субботу, 25 марта, для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и состоят на учете в учреждениях социального обслуживания. Четвертый этап пройдет с 15 апреля для детей всех остальных муниципальных и городских округов. В республике будут работать порядка 300 лагерей с дневным пребыванием. Глава региона отметил, что в организацию летнего отдыха должны быть вовлечены работники культуры и тренеры. Необходимо занять каждого ребенка. Я прошу, совместно с Минобразования и с Министерством спорта также утвердить дополнительно планы проведения физкультурно-массовых и иных мероприятий, которые помогут вовлечь детей, которые не будут задействованы в детском оздоровительном воздухе, а мы с вами понимаем 3 смены, кто-то будет там в одной смене, а кто-то этот, чтобы они имели возможность также активно проводить время, интересно, спортивно, ну и соответствующим образом с пользой. Открытие смен в оздоровительных лагерях запланировано на 29 мая. В этом году дети добровольцев, мобилизованных бойцов батальона «Адал», а также тех, кто погиб, исполняя воинский долг в зоне СВО, путевки в оздоровительные лагеря получат бесплатно. Глава региона Олег Николаев подписал отдельный указ. И это еще одна мера поддержки участников специальной военной операции и их семей. Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Республика.